В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7:35 и 12:10 в Крыму и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали! Тема дня. Сегодня мы в очередной раз поговорим о статусе Крыма после деоккупации, о том, будет ли создана крымско-татарская автономия на территории полуострова, и если да, то когда, какие моменты, проблемы ее создания на полуострове обсуждала специальная рабочая группа Конституционной комиссии Украины и к каким выводам пришли эксперты на сегодняшний день, мы будем говорить в ближайшие 25 минут после небольшого сюжета от моих коллег. Крым в центре внимания. Быть или не быть? После российской аннексии полуострова на материковой Украине заговорили о пересмотре существующего статуса Автономной Республики Крым и внесении изменений в Украинскую Конституцию. В частности, обсуждается вопрос присвоения Крыму статуса Крымско-татарской национально-территориальной автономии. В мае 2016-го президент Украины Петр Порошенко заявил, законодательство Украины требует корректировок. Для разработки изменений, касающихся права крымских татар на самоопределение, он инициировал создание рабочей группы в рамках Конституционной комиссии. И добавил, изменение статуса Автономной Республики Крым поможет способствовать процессу деоккупации полуострова. Наша задача – захистити кримсько-татарський народ та його батьківщину в Криму. А стратегічно, крок за кроком звільнювати український півострів від російської окупації. Ми, хоча із запізненням, усвідомили необхідність створення в Криму національної автономії кримських татар з повним, зрозуміло, гарантуванням рівних прав і свобод етнічних українців, росіян та інших этносов півострова. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов раскритиковал киевские власти за планы изменить статус полуострова в Конституции Украины. По его мнению, это ни к чему не приведет. Это чисто ритуальное действие, вполне в духе киевского режима. Сегодня в Киеве говорят, что работают по статусу Крыма. Завтра объявят, что изменили статус. Ну и что? Они отлично понимают, что Крым никогда не будет украинским. И все в мире это понимают. Но надо постоянно подогревать крымскую тему, вбрасывать информационные поводы, предъявлять какие-то виртуальные перемоги. Одно из мнений, которое существует в украинском политикуме, что Крыму нецелесообразно предоставлять статус не только крымско-татарской автономии, но и статус автономии вообще. Так, в 2017 году лидер радикальной партии Олег Ляшко в эфире украинского телеканала 112 рассказал, что является противником идеи независимости Крыма. Он считает, Крым и ранее не следовало превращать в автономную республику. Мене дивує, наскільки люди, які сьогодні керують країною, наскільки вони недалекі. Я сьогодні чую повідомлення із парламентської трибуни. Вітаємо вас із тим, що Крим отримав автономний статус. 20 січня 1991 року в Криму відбувся референдум, в результаті якого Кримська область України стала автономною республікою Крим. І сьогодні нам кажуть, що це свято. Яке це свято? Я вважаю, що це величезна помилка була, коли Криму дали автономію, коли пішли на поводу московського керівництва. І тому це не свято. Свято буде тоді, коли в Україні буде відновлено мир, территориальную целостность нашей родной страны. 18 мая прошлого года, в годовщину депортации крымских татар, Петр Порошенко заявил, он готов внести в Верховную Раду законопроект о конституционных изменениях статуса Крыма, как только такой документ будет подготовлен. Крым в центре внимания. Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Арсен Жумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа. Арсен, здравствуйте. Доброе утро.
Итак, ну, с самого, конечно, главного начнем. Президент в очередной раз, вот скоро будет, ну, не то чтобы вот завтра, но скоро, 18 мая, будет годовщина того, как президент пообещал внести в парламент законопроект о статусе крымско-татарской автономии. Будь же таковой документ будет рабочей группой в Конституционной комиссии подготовлен. И вот интересуюсь у вас, как у члена этой самой рабочей группы и даже главу одной из подгрупп, в каком состоянии на сегодняшний момент, на 19 апреля, за месяц до объявленного срока, находится законопроект, если это вообще законопроект, или пока это даже не законопроект, а только некоторые принципиальные наработки и положения, и можно ли будет к 18 мая 2018 года успеть внести такой законопроект на рассмотрение, или сроки нереалистичны, нужно будет обсуждать еще? Давайте так, краткий ответ на ваш вопрос. Нет, не успеем. Теперь более широкий ответ. Есть целостный текст проекта изменений, он целостный, он готов к тому, чтобы его рассматривали на всех уровнях, то есть и на уровне рабочей группы, Конституционной комиссии и Верховной Рады Украины. На данном этапе рассмотрение его проходит на первом из уровней, который я упомянул, то есть на уровне рабочей группы. Рабочая группа заседает сейчас практически еженедельно для того, чтобы шаг за шагом принимать статьи, которые были подготовлены до этого. По состоянию на вчера были утверждены некоторые статьи, по некоторым из статей остались открытые вопросы, над которыми продолжится работа на следующей неделе. С учетом того, в каком ритме мы работаем, с учетом того, что, к сожалению, не все члены рабочей группы исправно посещают ее заседания, в частности, некоторые народные депутаты по какой-то причине игнорируют и не приходят на эти совещания. С учетом этих всех нюансов я могу предположить, что до 18 мая у нас будет текст согласован на уровне рабочей группы и вынесен на обсуждение Конституционной комиссии. Хорошо. Итак, если мы говорим о том, что буквально вот вчера закончилось очередное совещание рабочей группы Конституционной комиссии Украины, можете ли вы в двух словах обрисовать, что на сегодняшний день уже согласовано, какие позиции не вызывают, по крайней мере, в рабочей группы дискуссий, а какие еще предстоит разрешить? И если это, конечно, не государственная тайна. Нет, это не тайна. Все заседания проводятся открыто, любой желающий может принять в них участие, поэтому это не конфиденциальная информация и не гостайна тем более. На сегодняшний момент согласовано несколько позиций. Одна из них и наиболее важная и принципиальная — это то, что источником особого статуса крымской автономии является право крымско-татарского народа на самоопределение как коренного народа в Украине. Почему это важно? Потому что на самом деле, когда идут различные спекуляции на тему того, стоит ли давать автономию, не стоит ли давать автономию в Крыму, это есть следствие неправильной постановки вопроса. Потому что правильная постановка вопроса звучит иначе. Она звучит так: вы поддерживаете самоопределение крымско-татарского народа в составе Украины или нет? И если на данный вопрос кто-то из украинских политиков ответит «нет», то мне интересно было бы посмотреть на такого политика. Потому что самоопределение крымско-татарского народа – это его естественное право. И то, что он это право реализует в составе целостной Украины, не нарушая ее территориальную целостность, это есть огромный успех для всех нас. В силу того, что это как раз-таки является инструментом для деоккупации, о чем мы говорили ранее. Я прошу прощения, Арсен, мне говорят, что у нас на связи прям сразу два слушателя. Давайте, пожалуйста, первый. Говорите, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте, я в эфире, да? Да, вы можете говорить.
Ну, я хотел бы по теме вашей передачи сказать, что дурак думкой богатеет. Крым уже окончательно в Россию вернулся и здесь будет пребывать. Спасибо вам за ваше мнение. Давайте мы послушаем теперь второго слушателя. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Алло. Да, говорите, пожалуйста, добрый день, вы в эфире. Да, слушай, вы знаете что? Вот есть, говорят, есть хорошая украинская пословица. Казак думкой богатеет. Понимаете что? Вы сначала попробуйте вернуть Крым на Украину, а потом придумайте все эти законы. А то какой-то блеф получается. Что ж, и вам спасибо за ваше мнение. Вот тут как раз вернемся к разговору с Арсеном Жумадиловым. Вот тут довольно здравое возражение, дескать, от чего вы делите, шкуру неубитого-то медведя, ведь Крым до сих пор не возвращен под украинский контроль, а уже результат, мы требуем каких-то там изменений в его статусе. Действительно ли нужно сначала дождаться деоккупации? Или вопрос о статусе можно и нужно рассматривать до этого момента? Ну, во-первых, я бы не был настолько активен в благодарностях тем людям, которые откровенно хамят в прямом эфире. И меня неприятно удивляет, когда колонизаторы, заселившие неродную им землю, вытеснившие оттуда, по сути, коренной народ и оставив его в состоянии меньшинства, сегодня рассказывает о том, кто есть дурак, кто казак, кто прав, кто не прав. Поэтому я не был бы настолько щедр в благодарностях таким людям. Это первый момент. Второй момент – это то, что юрисдикция Украины над всей ее территорией, признанной в соответствии с международным правом, никем не оспаривается в международном сообществе, включая Крым, включая весь Донбасс. Соответственно, Украина, как суверенное государство, имеет полное право в соответствии со всеми своими международными обязательствами, в соответствии со своим статусом как суверенного государства, принимать решения по своим территориям. Так же, как Украина принимает решения по отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Да? Никто не ставит под сомнение то, что Украина имеет право определять режим самоуправления в этих районах, каким образом, что будет там происходить и так далее, и так далее. Точно таким же образом Украина имеет полное формальное право определять статус Крыма. Это что касается формального аспекта. Что касается реального аспекта, то да, сегодня Крым де-факто не под контролем Украины, но завтра-послезавтра однозначно будет такая ситуация, когда все мировые лидеры будут вынуждены сесть за стол переговоров и все-таки разрешить крымский вопрос таким образом, чтобы Украина восстановила свою территориальную целостность, и таким образом, чтобы право крымско-татарского народа на самоопределение, которое к тому времени уже будет реализовываться в виде автономии, было уважено. И мы хотим, чтобы это право и его реализация были закреплены уже на данном этапе. Потому что это, на наш взгляд, является серьезным, снова-таки, инструментом, рычагом влияния на международное сообщество, на некоторые страны за рубежом, которые могут оказать затем более предметную поддержку Украине в ее дипломатической, в первую очередь, борьбе за восстановление территориальной целостности. Хорошо. Теперь от более общих вопросов к вопросам более частным. Представители некоторых политических сил предъявляют, скажем так, претензии по поводу работы рабочей группы. В частности, мы знаем, что Всеукраинское объединение «Свобода»
говорила, что вот ее представители не были приглашены, и вы в прямом эфире одного из телеканалов приглашали, ну даже не вы лично, да, приглашали представителей от «Свободы» вступить и принимать участие в деятельности рабочей группы. Это произошло? Присоединились ли к вам новые члены? Или те, кто вот много лет уже работал, те и работают, а народные депутаты не отличаются дисциплиной? Ну, дело в том, что ВО «Свобода», они не являются парламентской партией. Да, у них есть несколько представителей народных депутатов, но при этом это мажоритарщики. А в рабочей группе, в ее работе участвуют и официально, формально приглашены были именно представители парламентских партий. Всех, причем, включая оппозиционный блок. При этом каждое заседание проходило и проходит открыто. При этом, и здесь нет ничего удивительного, представитель «Свободы», услышав приглашение, в том числе в свой адрес, прийти на рабочую группу, как вы думаете, он на нее пришел? Нет. Почему? Потому что было важно просто срезонировать на теме, сказать, что все плохо, а прийти и поработать желающих нет. Я еще раз прошу прощения, потому что у нас еще 2 слушателя из Крыма. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый день. Хотел бы сказать, это Максим Феодосия, что вот это натужное желание утверждать, что Крым это Россия навечно, это как раз говорит о понимании того, что взяли чужое. Рано или поздно вопрос придется поставить. Поэтому пожелал бы делать, что должно, и будь что будет. И у меня такой вот вопрос. Если, допустим, проект этот пройдет, и Крым получит автономию в Украине, не приведет ли к это полной автономизации? Другие национальные меньшинства не потребуют ли тоже автономии? И в результате не получится ли именно то, что Путин и требует от Украины? Полной автоматизации ее фактического распада. Спасибо. Спасибо и вам за вопрос. У нас есть второй слушатель. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, доброго ранку. Я вам скажу, я вже в Криму проживаю 45 років. І я знаю, те, що украдене, окупіровано, воно все одно вернеться туди, де воно було. Тому що весь світ проти. І я много знаю кримських татар. Хлопці такі і трудолюбиві всі. Багато є зрадників, які пішли в поліцію, як халуї, прислужують цій владі і готові вислужуватися все. Я думаю, от представителю задати вопрос. От як бути, коли вернеться Крим, і у ці халуї, хлопці, поліцаї, які, як служать цьому імператору, от як з ними бути? Тому що вони теж перевернуться і скажуть, а нас заставили, а хто вас заставив? Вот як бути? Я знаю, что вернется Крым в Украину, и будет все нормально. Спасибо вам за ваш вопрос. Арсен Жумадилов. Итак, во-первых, не приведет ли статус автономии крымских татар в Крыму к требованиям автономизации других национальностей на территории Украины? И второй вопрос, что делать с теми, кто сейчас, будет ли предусмотрен в вашем проекте, что будет по вашему проекту с теми, кто сейчас перешел на службу России? Или это не вопрос о статусе автономии? По первому вопросу, это хороший вопрос, и именно поэтому я подчеркнул, что одна из норм, которые были уже согласованы на рабочей группе, звучит так, что источником особого статуса крымской автономии является право крымско-татарского народного самоопределения как коренного народа в Украине. Дело в том, что те национальные меньшинства, которые вполне возможно предполагал в своем вопросе уважаемый слушатель, они не являются коренными народами в Украине, они являются национальными меньшинствами. Что это означает? Это означает то, что у них за пределами украинского государства есть те государства, где они являются титульной нацией. У венгров есть Венгрия, у румынов Румыния, у болгар Болгария и так далее. Поэтому нет, не приведет. И то, каким образом мы формулируем эти изменения, они как раз-таки это и не предполагают. То есть они четко определяют то, на основании чего этот особый статус придается, а это основание, оно не присуще тем национальным меньшинствам. Что касается второго вопроса, это не мандат рабочей группы определять
режим, каким образом будут преследоваться так называемые коллаборанты. Это является предметом регулирования в иных законопроектах. Мне известно, что они есть, эти законопроекты. Пока ни один из них не был рассмотрен и принят, но я думаю, что в скором времени это тоже произойдет. Но это параллельный процесс, которым в данный момент я лично не занимаюсь, но я знаю, что в украинской политике есть те силы, которые ведут работу над подобными законопроектами. Есть даже несколько конкурирующих документов, где основной посыл заключается в том, что когда человек является пособником оккупанта и именно работает в правоохранительных органах, в органах прокуратуры, судебной власти, ответственность таких людей будет намного более жесткой и суровой, чем, например, тех людей, которые просто где-то работали, скажем, в органе местного самоуправления в каком-нибудь сельсовете. И что ж, такая ответственность. Спасибо вам большое за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Арсен Жумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа. А теперь с нами на связи Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. Игорь, здравствуйте. Доброго дня. Среди тех аргументов, которые сторонники крымско-татарского статуса автономии в составе Украины выдвигают уже сейчас, звучит так. Такое вот образование однозначно склонит на сторону поддержки Украины мусульманские, тюркские страны в мире, которые увидят, что речь идет о борьбе не только за территориальную целостность Украины, но и за права крымских татар, братьев по вере или по крови. По вашему мнению, действительно ли это поможет склонить мусульманские и тюркские государства в поддержку Киева, и почему, если это так, и почему этого не происходит сейчас? Неужели там ущемлений і преслідувань кримських татар зараз недостатньо? Ну, власне, ви вже майже відповіли на запитання. Звісно, це додасть певної поваги до позиції Києва, і тюркські і арабські країни будуть на це зважати, але слід розуміти, що це все ж таки залишається внутрішні справи України, і власне, не варто очікувати якоїсь більшої реакції, ніж просто схвалення такої позиції або підтримка на международном рівне. И еще один к вам такой более общий вопрос. Когда мы говорим с представителями тех сторон, тех экспертов, которые поддерживают создание крымско-татарской автономии, они все, конечно же, говорят о том, что большинство в украинском политикуме или в экспертном сообществе выступают за крымско-татарскую автономию. По вашему мнению, есть ли консенсус в украинском таком в украинской интеллектуальной среде, или дебаты еще будут продолжаться? Ну, я не можу сказати, що існує консенсус. Насправді позиції дуже різні. А часто позиції ґрунтуються на тому, що люди не обізнані і сприймають все це в алармістських таких тонах. А дискусія в експертному середовищі продовжується. Власне, ключове питання – це питання довіри і питання доступу, рівного доступу до ресурсів різних етнічних груп в умовах, звісно, реалізації права кримськотатарського народного самовизначення в рамках України. От з цим, як всі в нашій країні проблеми, з проблемою доступу, тому існують побоювання, що таким чином не буде створені рівні умови для всіх. Я думаю, що це питання дискусії, питання розвитку нашої країни, оскільки це все взаємопов'язано власне, з тим станом речей, в якому ми перебуваємо. Что ж, большое спасибо вам за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. Это радио Крым Реалии. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы еще не обязательно не раз вернемся к обсуждению ситуации вокруг крымско-татарской автономии, за или против ее на территории полуострова. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро вернемся в эфир. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик.
на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.